Ну, мы знаем последствия, которые были после того, как тех, кто оказывал сопротивление. Нам всем известна судьба Ришата Аметова, который вышел на площадь Ленина перед Совмином, требуя остановить войну. Его убили, замучили. Десятки людей пропали без вести. Еще большее количество людей просто оказались на скамье подсудимых. И многие из этих дел вели вы. Сколько у вас было дел? Ну, я могу сказать так, что вот за 6 лет с начала работы по делам украинских граждан мне удалось, вот в тех делах, в которых я принимал участие, вернулись домой 28 человек. То есть, которые были в застенках, которых удалось вернуть. То есть какой-то результат все-таки мог быть даже вот при той так называемой судебной системе? Ну, понимаете, в рамках судебной системы там победить невозможно, потому что это игра с наперсточником. Да, потому что там не существует справедливого суда, суд как институция отсутствует. Но использовать инструментарий юридической защиты для работы в медийном поле, в политическом поле, то есть в тех сферах политических, в которых непосредственно могут быть приняты решения, которые кардинальным образом меняют судьбу подзащитного, да, эти инструменты использовались. И, скажем так, понимание того, как это работает, понимание подходов, понимание инструментария, оно позволяет все-таки достигать результата даже в такой системе, которая по факту не является справедливой и честной. 28 вернулись, а сколько не смогли? Ну, в настоящее время около 100 граждан Украины до сих пор удерживаются. Большинство из них крымские татары, подавляющее большинство. И, к сожалению, в предыдущие обмены фактически только один крымский татарин попал, Идем Бекиров. Вот. А большинство, которые обвиняются по очень тяжким преступлениям, им вменяют терроризм. Хотя, на мой взгляд, это абсолютно фальсифицированные, сфабрикованные дела. Но людей отправляют на сроки 16-18 лет. Судят военными судами, вывозят из Крыма в нарушение норм 4-й Женевской конвенции. То есть это, на мой взгляд, целенаправленная репрессивная политика российских властей, но прежде всего по отношению к коренному народу Крыма.